Вот недавно буквально проходило совещание по вопросам развития пригородного района. Совещание закрыто, есть официальные комментарии в СМИ, но хотелось бы все-таки вот от вас услышать более конкретно, о чем говорили, какие перспективы ожидают жители пригородного района и как скоро, может быть, люди заживут уже такой полной такой жизнью, будет работа, где учиться. Опять же скажу, что и на уровне полномочного представителя Олега Евгеньевича Белавинца этот вопрос поднимался. Вы знаете, что до этого мы встречались у Олега Евгеньевича вместе с руководителем Северной Осетии Бетаровым Вячеславом Зелимхановичем. И сейчас в том числе хорошо поработал в этом направлении Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, который возглавляет Федотов Михаил Александрович. И сейчас, конечно, мы, встречаясь на этом уровне, это было под эгидой полномочного представителя Олега Евгеньевича Белавинцева, в Владикавказе, обсуждая эти вопросы. Первая тема, конечно, была тема благоустройства территории, создания условий и для ингушей, и для осетин к совместному проживанию, совместному обучению, совместному предпринимательству, то есть чтобы все было совместно. И взаимоотношения двух регионов Российской Федерации, в том числе во всех отношениях взаимодействия, в культурных, и спортивных, и социальных, и других проектах. Сейчас прошел ураган и у нас, и в Северной Осетии. Да? Никто же не делит территорию. Там, где мы можем помочь, мы помогаем. Там, где они могут помочь, они помогают. То мы друг другу помогаем в этом плане. То есть по линии правительства, МЧС все работают, и никто не делит. И в этом плане именно эти вопросы в том числе обсуждались. И довольно высокая оценка вот этим взаимоотношениям и с нашей, и со стороны Осетии. Но при этом и мы, и руководство Осетии признаем, что вопрос развития территории, он вообще не движется с места. Здесь поддержка есть федерального центра, в том числе и в лице руководителя федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова. То есть поддержка. Я надеюсь, что и Олег Евгеньевич, и Игорь Баринов, они помогут нам, и, в частности, руководству Северной Осетии, чтобы эта программа все-таки заработала. И второе, есть здесь согласие с Северной Осетией, в том числе, когда мы говорим о определенных паритетах по взаимоотношениях. Это и обучение в школах, но здесь есть и наша сторона, которая не совсем родители хотят, чтобы дети учились совместно с осетинами. То есть не надо все валить на осетинскую сторону. Но здесь тоже надо найти золотую середину, и дети должны учиться не в старших классах, а в начальных классах еще, даже в подготовительных классах, в совместных школах. Но для этого, опять же, надо убрать некоторые препоны, мы говорили уже, да, и с нашей стороны, если это есть, и со стороны Осетии, если есть, когда в учебниках прописаны не совсем хорошие вещи про добрососедские отношения. И если на уроках совместного обучения будет на уроке истории Осетии или Ингушетии будет декларироваться ненавистические настроения, конечно, это тоже надо исключать. Это тоже мы обсуждали, и находим понимание друг у друга. Если осетинская сторона найдет у нас, или мы найдем у них, мы готовы эти вопросы менять, изменять эти страницы и не допускать межнациональных таких настроений среди наших детей. Ну и, конечно, обсуждался вопрос по ведению совместного хозяйства нашими предпринимателями, крестьянско-фермерским хозяйствами. Почему? Потому что и в советское время это хорошо получалось, и сейчас может хорошо получиться совместный бизнес. И он укрепляет больше дружеские отношения между ингушами и осетинами. Совместные предприниматели, совместное производство. Почему нет? То есть эти темы мы обсуждали. Поэтому здесь Олег Евгеньевич Белавинцев выступил как модератор этого нашего всего совещания вместе с Игорем Бариновым. И я уверен, что вот этому совещанию, в том числе закрытой части, будет хороший успех. Протокол мы же оформили, посмотрели, изучили и пришли к пониманию того, что надо совместно все-таки работать в этом направлении. Один из таких вопросов, который стоял в том числе, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Открытие так называемых закрытых населенных пунктов, чтобы этого не было. И чтобы люди не боялись или не остерегались возвращаться в свои дома.
Но это, опять же, я говорю, это не сиюминутная задача. Еще одна злободневная тема, которую мы обсуждали, мы из-за того, что и наше духовенство здесь не доработало в свое время, хотя я эту задачу ставил, это довольно серьезный ущерб, который наносится именно в адрес жителей ингушской национальности, самими ингушами. Здесь нельзя осетин обвинять в этом деле. Это земли. Вот сейчас программа, которая будет реализовываться, и власти Северной Осетии также, не выделяя или не разделяя ингушей, будут выделять земли для многодетных семей ингушей. Вопрос. И в Тарском, и в Куртате, и в Дашном, и в других населенных пунктах есть отказники, которые у государства получили деньги за землю, компенсацию, отказались от своих земель. И эта земля перешла в муниципальную собственность сельского поселения, того же Тарского там, или там, Куртата. Она перешла. И у них на карте, то, что я вижу, есть пятна этих земель свободных. Свободных земель. И они, когда распределяют земли, они говорят так: давайте, так, у вас там вырос человек, да, женился человек, да, многодетная семья, да, вот получите по очереди землю. А наш житель не может, ингуш там, ну, житель Северной Осетии, ингуш не может получить эту землю. Потому что тот товарищ, который отказался от этой земли, говорит: нет, это моя земля, ты ее не трогай. То есть он получит компенсацию, при этом... Я это государство продал, это наши отношения с государством, а ты туда не трогай, ты туда не лезь. Или заплати мне деньги. То есть получается, он второй раз пытается обмануть. И когда я духовенству тоже там, как бы там просил: займитесь этим вопросом. Но при этом мы в Карца знаем примеры, в Карца, когда на эти земли, то есть ингуша не пускают, наш ингуш так называемый, но при этом туда заселяется или армянин, или с Южной Осетии осетин, или там какой-то другой национальности, никто туда не лезет, к нему не лезет, не ходит, не говорит: это моя земля, не лезь сюда. То есть кто бы другой, кто не жил, но лишь бы не свой. И здесь не вина руководства Северной Осетии или там местных властей Северной Осетии, вина наша. Как здесь? И сейчас я такую задачу тоже поставил своему помощнику, советнику и религиозному управлению. Придите к знаменателю. Да, я понимаю, там, с точки зрения религиозного, в том числе составляющих, которые там говорят, там, 44-го года, здесь сложно. Почему? Потому что в 1944 году никто добровольно от своей земли не отказывался. Всех силой выслали. Но мы не берем 44-57 год. Но давайте хотя бы по 92 году поработаем. И почему человек, который отказался от земли, получил за это деньги от государства, сегодня не позволяет эту землю распределить между теми же ингушами, которые там живут в этом селе, которые нуждаются по очереди в этой земле. Этот вопрос тоже он так. Мы должны на своем уровне решить. А власти Северной Осетии готовы выделять землю, так же, как и своим жителям, я имею в виду осетинской национальности или другой национальности, они не делят, не пытаются делить. Но они просят нас вот здесь помочь. Вот здесь есть тема, и я тоже хотел бы, чтобы меня услышали эти жители, и как-то, ну, мы сейчас даже прорабатываем вопрос, там, публично их высветить, там, и показать этих людей, там, фамилии показать, и предупредить их. Но как бы я ни делал, все равно в личностных отношениях люди не хотят ругаться. Даже если им даешь законные документы, вот твоя земля, он не хочет. Я думаю, что руководство Северной Осетии, там, тем более федеральный центр поддерживает, я имею в виду полпред президента Олег Евгеньевич поддерживает, и Сергей Алимович Меликов поддерживал этот проект, там, и Александр Геннадьевич Хлопонин поддерживал. То есть, если это все будет нормально, то это будет выгодно и для ингушей, и для осетин, и в первую очередь для руководства Северной Осетии, потому что будет развитие территории.